Панафилм представляет. Дорогой брат, 4 июня 2003 года в Сулеймане на севере Ирака, когда я был на службе и обеспечивал безопасность района с 10 солдатами, появились американские войска, с которыми мы пили чай и сражались бок о бок. Они напали на наше подразделение и направили на нас оружие. Сэр, поступил приказ не вступать в бой. Дай мне поговорить. Сэр, это я. Нас всего 11. На крыше установлен пулемет. Мы можем уничтожить 50 американских солдат и 60 местных. Они ничего не собираются искать, сэр. Те, кому мы подавали чай, взяли нас на прицел. Эта акция не против нас, против всего турецкого народа. У меня 10 бойцов. Отдайте приказ. Я буду стоять насмерть. Сэр, я сказал, что если прикажете, я буду стоять насмерть. Опусти оружие, солдат. Но, сэр, Сынок, это приказ. Опусти оружие. Можете искать все, что вам нужно, а потом убирайтесь. У нас тут курилка. Мы здесь курим. а в чем? Майор, оставайтесь на улице. Здесь небезопасно. Вы просили разрешения только на обыск здания. Никто отсюда не выйдет. Если хотите, можете убить нас.
Не делайте ошибок, и мы никого не убьем. Но вас мои солдаты отвезут в штаб. Мы зададим пару вопросов. В смысле, хотите провести допрос? По какому поводу? Вот там и посмотрим. Потому это и называется допрос. Ну а пока мы здесь, может, скажете нам, где С-4? Мы солдаты. Мы не заключенные и не пленники. Ваши люди не носят форму. Потому-то там и не просто определить, кто вы на самом деле, солдаты или террористы. Поэтому мы и хотим вас допросить. Вы тоже не носите форму. На вас нет погон. У вас нет никаких полномочий. Да вы даже не рядовой. Я служил в армии. Арестуйте его. У вас нет прав. Вы не имеете права позорить нас перед солдатами. Майор, видимо, эти военные дорожат своей честью. Сделайте так, чтобы никто их лиц не видел. Есть, сэр. Турецкое подразделение захвачено. Кто это был? Американцы. Шевелись. Давай, давай, быстрее. Дорогой брат, в Ираке мы каждый день задавались вопросом, что мы здесь делаем. Но потом мы обратили внимание, что все, кто имел власть в этом регионе, всячески прижимали местное население. Все, кроме наших предков. И именно в тот самый день мы не смогли доказать, что являемся достойными потомками. Мы могли погибнуть ради справедливости, ради избавления от тирании, но только не за свою честь. Именно этого я теперь прошу от тебя. Это ирония судьбы. Твой брат Сулейман. Да здравствует Родина! Долина волков. Ирак. Вчера мирные жители Ирака снова обратились к властям. Они потребовали прекратить. Где мы, Абдулла? Уже на месте. Ну и где же это? Что-то я красного ковра не вижу. Скоро увидишь. И красный, и желтый, и зеленый. Это светофор, Мимати. Чистое бритье — это мужское дело, а носить бороду — женское. И не важно, насколько жесткая у тебя борода, помазок сделает ее шелковой. Так что сначала ее надо как следует размягчить. Помягче, помягче. О, иди-ка сюда, Али. Ты что тут делаешь? Ну, папа. Где мать? Иди отсюда. Впереди пропускной пункт. Это военные или полиция?
Полиция в городе, а военные в горах. Какая разница? Ты останешься здесь до тех пор, пока не усмиришь свое «я». Папа. Лейла, дочь моя, даже если будешь свободна, никогда не снимай его. Ваши паспорта. Ваш тоже. С документами у нас все в порядке? Вы кто, курды? Да. Выйдите из машины для досмотра. Босс, он говорит, что нужно выйти. Давайте дадим ему на лапу и поедем. Лучше давайте выйдем. Встаньте возле машины. Обыщите их. Машину тоже. Что-то они мне не нравятся. Зачем вам такие неприятности? Абдулла, пусть делают свое дело. Как тебя зовут? В паспорте написано. Я тебя спрашиваю. Паллат Алемдар. Что делаешь в Эрбиле? По торговым делам. Чем торгуешь? Людьми. Просто слышал, что здесь они стоят очень дешево. На землю! Обыскать их! На землю! Абдулла, что он сказал? Ложись на землю. А ну быстро ложись! Если ты и вправду этого хочешь, сделай это честно. Я не лягу. Еще как ляжешь. Поехали. Теперь это принадлежит тебе. Как красиво. Это досталось мне от предков. Очень дорогая вещь. Еще со времен Селахуддина. Мужчины нашего рода передавали этот кинжал своим женам, чтобы те могли защитить свою честь. Вера моего сына со мной. Вера моего сына со мной. Он настоящий? Конечно. Ему уже 1000 лет. С каких пор мужчины дарят женщинам настоящие подарки? Ну-ка, хватит завидовать. Сами еще не замужние, а моего мужа ругаете. У меня теперь есть настоящий подарок. А он больше тебе ничего не подарил?
Салям алейкум. Салям алейкум. Как дела у жениха? Для нас большая честь, что вы приехали. Абу-Тарик, проходите. Вы же знаете, мой сын ваш сын. Можете называть его женихом. Я сегодня на стороне невесты. Твой сын мой сын, конечно, но Лейла все-таки моя любимая дочь. До сих пор так и ни одного выстрела. Скоро начнут палить. Вот увидишь. Сэр, мы получили списки из Гранд Харрилтон. Машина уже в гостинице. Пойдем. А теперь они террористы. Вперед! Простите, сэр, это господа из полиции. Хотят с вами побеседовать. Я слушаю. Вам надо проследовать в участок. В какой участок? Только не надо создавать проблем, сэр. Ну и в чей участок вы меня приглашаете? Какой страны? Иракского Курдистана? Я вашу власть не признаю. Пусть лучше за мной придет хозяин гостиницы. Мы окружили здание, и вы проследуете с нами. Позовите управляющего гостиницей. Немедленно. Если не позовете, то ни вы, ни мы, никто не покинет это здание. Что-то случилось? А кто организовал все это сборище? У нас же тут свадьба. Прошу прощения за беспокойство, мистер Фендер. Пожалуйста, присядьте. Послушайте, господин Алимдар. Не знаю, что у вас за проблема, но моя гостиница — это совсем не то место, где ее надо решать. К сожалению, это самое подходящее место. Прошу вас, присядьте. И отправьте отсюда этих людей. Ваши клиенты начинают волноваться. Нет, не там. Прошу сюда. Можно задать вам вопрос технического характера? Сколько в вашем здании несущих колонн? Прошу прощения. Сейчас все объясню. В вашем здании 6 опорных колонн. Когда я взорву первую, нас встряхнет. Когда взорву вторую, здание даст крен. После третьей и четвертой здание просто сложится. Но я установил все 4 на остальные колонны. Такова формальность.
Ну а что вам нужно от меня? Прежде всего, я не хочу, чтобы кто-нибудь пострадал. Прошу вас спокойно эвакуировать людей. Тот, кто несет за это ответственность, поедет вместе с нами. Я могу подтвердить, что это свадьба. Сэм Маршалл мой друг. А здесь вы все равно ничего не найдете. Если бы появилась необходимость кого-нибудь выдать, я бы лично выдал вам этого человека. После свадьбы. Они поедут с нами прямо сейчас. Постройте их. Надо проверить документы. Ваши документы. Итак, всем немедленно предъявить документы. Ваши документы, пожалуйста. Так, доставайте. Сюда. Нет, пожалуйста, не забирайте его. Пройдемте с нами. Не надо. Встать. Лучше заткнись. Я же сказал, не дергайся. Надо сваливать. Поехали. Пошел. Не с места. Али! Али. Саид! Будьте вы прокляты! Что случилось? Почему всех эвакуируют? Говорят, там какие-то люди. Все покинули гостиницу. Так что, как нам теперь с вами договориться? Вы пытаетесь найти компромисс? Или ведете переговоры? А вы что предпочитаете? Сэм Уильям Маршалл. Приведите его сюда. Мистер Маршалл не имеет никакого отношения к нашему отелю. А разве вы ему не приплачиваете? Разве он не босс американских солдат и не поборник американского капитализма? Прошу прощения. Позвоните ему. Пожалуйста. Алло? Алло, минуту. Сэм? Да, Фендер, я слушаю. Сэм, у нас тут возникли трудности.
Тебе надо приехать в гостиницу. Не могу. Я сейчас еду на выставку. Сэм, дело очень серьезное. Здравствуй, Сэм. Кто это? Я тот самый человек, который взорвет гостиницу Гранд Харилтон. И если ты не окажешь нам честь своим присутствием. А можно посмотреть, что у вас тут на десерт? Я слышал, что американский яблочный пирог очень вкусный. Или я ошибаюсь? Я бы лучше поел кинефу. А яблочный пирожок, сэр, можно и в Макдональдсе заказать. Свяжитесь с саперами. Пусть отправляются в гостиницу. Надо выяснить, кто эти подрывники. Принесите мои извинения главе Курдистана. Скажите, что нам сегодня не удалось приехать. Постой, секунду. Ну и работенка нам сегодня выпала, лейтенант. Там ехать еще несколько часов. Хватило бы им там кислорода. Точно. Останови машину. Тормози. Какого черта ты творишь? Теперь они точно не задохнутся. И кислорода им на всех хватит. Может, они и террористы, но не забывай, что мы солдаты. Знаешь что? Больше никогда не разговаривай со мной в таком тоне. Ты просек? Я доложу о тебе. Это позорище. Да мне плевать. Хочешь, докладывай. А теперь пошел отсюда, чтобы я тебя не видел. Ты никуда не поедешь. Ты под арестом. Дорогие гости, с сожалением сообщаю, что господину маршалу не удастся приехать в связи с непредвиденными обстоятельствами. Выключите дальний свет. Тюрьма Абу-Граиба. Да. Он еще некоторое время помучается, так что продолжайте давать ему морфий. Вот и хорошо. Давай, выгружай скорее.
Пункт назначения Тель-Авив, Израиль. Лондон, Англия. Нью-Йорк, США. Тель-Авив, Израиль. Человеческие органы для пересадки. Лондон, Нью-Йорк. Что за придурок такой устроил? Это повстанцы, сэр. Кончай врать и выкладывай правду. Сколько тебе раз говорить одно и то же? Это все-таки люди, а не звери. Я питаю больше уважения к зверю, сэр. Да? Если не перестанешь убивать моих пациентов, чтобы я мог нормально извлекать органы, то я убью тебя, пока ты будешь спать. Я тебя убью. Боже мой, боже мой. Немедленно перенесите всех раненых в лазарет. Быстро. Давайте еще немного потерпим. Он скоро приедет. У меня все в порядке, но вы поступаете очень неправильно. Абдулла, мистер Фендер говорит, что ты поступаешь неправильно. Ну и кто вы такие? Меня зовут Палат Алемдар. Ты турок? Да, турок. Ну и чего ты добиваешься? Мистер Фендер, мы и так уже вас задержали. Можете покинуть гостиницу. Спасибо. Вы хоть понимаете, какие неприятности вас ожидают? А вы хоть понимаете, на какую неприятность только что сели? Что тебе нужно? Хочешь, взрывай гостиницу. У меня здесь ничего нет. Лично от вас мне не надо ничего. Но есть кое-что, что вы можете мне дать. Этот мешок я надену вам на голову. Вашим людям тоже наденут мешки. И вы все вместе выйдете из гостиницы с мешками на головах. А журналисты вас сфотографируют. Вы ведь можете сделать такое одолжение, правда? Ну а я в ответ верну вам Гранд Харилтон. А потом уеду.
Это те же самые мешки, что я надевал вашим солдатам? Надевай мешок на голову, пока она еще у тебя на плечах. А то у меня есть мешки для трупов. Ты туда поместишься. Так, послушай, я в этом регионе уже 15 лет. И прекрасно знаю турок. Это гордые люди. У них свои правила, свои порядки. У вас стабильная позиция по отношению к Ираку. И если мы не хотим, чтобы что-то произошло, то никто этому не будет способствовать. Я вот что хочу тебе сказать. Кое-какие порядки вы уже нарушили. Ваша иракская политика провалилась. Тут все понятно, но вас это не обидело. Зато эти мешки... Я скажу, что тебя может обидеть. Соединенные Штаты платят за вас вот уже 50 лет. Мы даже резинки для ваших чертовых трусов присылаем. Почему вы ничего не производите? Только и вякаете, что вам нужны деньги. Мы вам их отправляем. Вы тут болтаете по-своему, просите еще. Просите оружие, мы вам его присылаем. Вы хотите воевать, торговаться с нами? Мы отправляем вам войска. И вы опять просите денег. А вы забыли, как умоляли нас спасти вас от коммунистов? И вдруг вы обиделись? Да вы нам больше не нужны. Я не руковожу политической партией. Я не дипломат. И не солдат. Как вы сами точно заметили, я турок. Я буду мстить тем, кто надел мешки на головы турок. А теперь заткнись и надевай. Что за... Да взрывай! Взрывай! Посмотрим, что у тебя получится. Давай! Взорвешь мое место, я взорву твое. И ты... Подожди. Послушай. У каждого есть свое больное место. Ты задел меня тем, что бросил мешок мне в лицо. Мне это не понравилось. Но я знаю твое больное место. Приведите их. Ты подлый человек. Нет, я люблю детей. И знаешь почему? Они не боятся страха. Они так же, как и я, не боятся умереть. Но когда они вырастают, становятся жестокими. Как и все мы, грешники. Знаешь, иногда мне интересно, каким был бы мир, если бы мы убивали всех детей до того, как они вырастут? Да ты и так убийца детей. Скольких детишек ты уже загубил, чтобы привести этих сюда? И ты хочешь сказать, что я не смогу их убить? А я вот что скажу. Я их не буду убивать. Я не буду их использовать. Иначе... Какая же будет разница между мной и тобой? Я тебе скажу, какая между нами разница. Ты никогда не принесешь в жертву 11 солдат. Зато будешь спокойно наблюдать, как рушится твоя страна. А я готов принести в жертву 11 тысяч человек. Ты из-за своих чувств боишься погубить детей? А я бы из-за их чувств убил бы всех до единого. Я готов убить всех, кто разрушает мир. В отличие от тебя, я здесь не случайно. У меня Божья миссия. Я устанавливаю мир. А миротворцы — это дети Божьи. В отличие от тебя, у меня нет детей. Хочешь совершить грех? Нажимай кнопку. Я ухожу. Но мы еще встретимся. Детки,
Вы в порядке? Спасибо, сэр. Так, ну и что там? Надо вывести детей, если позволите. Но это понадобится время. Ну что, детки, домой хотите? Спасибо, сэр. По-моему, они хотят остаться. И еще прошу вас, уберите отсюда этот стол. Что он сказал, босс? Сказал, что он сын Божий. Вот же сукин сын. Как вас зовут? У него в руке, кажется, это пульт от бомбы. Ты видел? Прекрасно. Какие молодцы. Внимание! Всем построиться. Через минуту, чтобы все были без одежды. هسا كل واحد ينزع ملابسه كل واحد لازم يكون مسلح تماما Бегом! هسا Добро пожаловать в ад. Отсюда вам не выбраться живыми. Отсюда вы отправитесь в вечность, сукины дети. Здесь вас ожидает только боль. Хотите облегчить себе боль? Извините, вы террористы. Об этом надо было думать прежде, чем стать террористами. قلبكم جهنم مالكم مفار هنا راح تخترقون يا ولد القحبة للأبد احنا ما عندكم شي غير الألم تريدون ألمكم تخيف مع الأسف يا إرهابيون Господи, лишь бы с ними ничего не случилось. Пусть бы уже приехали побыстрее. Господи, лишь бы Абдулла не сел на тот стул. Не бросай меня одного в этом мире, Господи. А взрыва не было, босс? Был. Абдулла, надеюсь, в этот раз ты ничего не перепутал. Я хочу остаться жить и бороться за своего шейха. Главное не твоя воля, а воля Аллаха. Кто истинно верует, ничего при смерти не потеряет. Ну а пока ты живешь, неизвестно, что тебя ждет. Нам остается только одно — помолиться за других. И все наши молитвы воздадутся милостью Аллаха. Лейла? Аллах видел, что случилось. Жаль, что меня тоже не убили.
Поднимись, дочь моя. Поднимись. Ах ты, урод! Землю надумал целовать. Я тебя сейчас научу, как надо молиться. А ну-ка, пойдем. Слава Аллаху! Пошел! Мой муж отдал свою жизнь во имя Господа. Если я пролью хоть одну слезу, пусть Господь меня накажет. Но зачем же они убили Али? Зачем? Я клянусь, что подойду к ним, опоясанная взрывчаткой, и взорву этих убийц. Тогда-то они поймут, сколько их жизней стоит одна жизнь Лейлы. Клянусь, что это будет священная месть. Папа, прошу твоего разрешения убить их. Лейла, неужели ты думаешь, что я смогу дать добро на такое? Неужели ты думаешь, что избранный Аллахом этого пожелает? Или что тот, кто почитает ислам, хочет этого? Ну что же еще я могу сделать? Лейла, если выбираешь самоубийство, то этим ты нарушаешь волю Аллаха. Сначала появляется надежда, что, совершив самоубийство, ты убьешь врагов. Но есть риск, что вместе с ними пострадают и невинные. Откуда ты знаешь, сколько погибнет людей, когда ты взорвешь на себе бомбу? Этого никто не знает. А раз никто этого не знает, то убийство невинных людей приравнивается к истреблению всего человечества. Люди, которые вселяют такие мысли в головы мусульман, вот они и обучают самоубийц. Проявляют слабость Хасана Сабаха. Это признак греховности, дочь моя. И исходит он от дьявола. Я понимаю твое горе. Но мне также очень печально видеть, что ты хочешь стать самоубийцей. Одной из тех, которые заставляют верить всех, что мусульмане террористы. Не забывай, что Аллах не сможет тебе помочь, дочь моя. Но наша временная беспомощность и слабость — все это путь, предсказанный пророками в Коране. Мы должны страдать, чтобы объединиться. А с каждым самоубийством наша слабость и беспомощность растет. Именно поэтому наши враги желают, чтобы таких самоубийств было больше. И, возможно, они сами все это организовали. Но у нас есть только одна надежда выжить — следовать заветам Аллаха. Мы должны молиться Аллаху. И тогда мы дождемся свободы.
Здравствуйте. Проходите. Рад вас видеть. Хасан Акха — это мои друзья, Палат и Мимати, а это Абдулла. Рад познакомиться. Он работал на турецкие спецслужбы. Выполнил немало заданий за пределами страны. А в последней миссии сделал себе пластическую операцию, чтобы проникнуть в турецкую мафию и развалить ее. Он действовал в одиночку. А что остальные? Тоже из его команды спецслужб. Они что, выполняют задания правительства? Официально нет. Ну, конечно же, неофициально. Да что с тобой такое? Они отдали горы курдам, пустыню арабам, а нефть забрали себе. Так что нам больше некуда идти. Такого я сегодня не ожидал. Он даже не дал нам посмотреть друг на друга. Мы все встречи проводим только под его присмотром. А в ближайшее время намечается встреча? Да, Где? на базаре. Ну ты что, сошел с ума? И здесь спасая людям жизни. Ты пытаешься помочь только богатым? Не заставляй меня докладывать об этом властям, потому что я так и сделаю. Но ты все-таки мне друг. Так что не забывай, где мы находимся. Я бываю там каждый божий день. Подставляю свою задницу ради твоей безопасности. Натравливаю друг на друга курдов, турок. А ты жалуешься насчет почек? Ты что, издеваешься? Я просто хочу знать, почему ты такой эгоист. Да хватит мне тут читать мораль. А лучше отстань от меня. Ты хоть знаешь, как я подставляюсь? Имеешь понятие? Не лезь ты ко мне со своей ерундой. Я прошу только одного, чтобы с пленниками обращались как следует. Они нужны мне. Мне плевать, кого ты убиваешь, сколько и зачем ты их убиваешь. Это все ерунда. Но если ты везешь мне людей, то прикажи своим, чтобы они не расстреливали их по дороге. Мне нужны только живые органы. Ну ладно, хорошо. Я все понял. Хорошо. Ты какого хрена тут стал? Вали отсюда! Рано или поздно ты оттуда выйдешь. Вы даже еще не заказывали? Как же мы могли? Мы ведь только что приехали. Мне очень приятно. Ну как, вы нашли подрывников из гостиницы? К сожалению, нет, сэр. Мы расследуем это дело во всех подробностях. Кажется, вы не до конца понимаете. Моя единственная цель — объединить Ирак. Потом установить правительство и убедиться, что вы можете жить в мире и согласии.
До тех пор, пока вы будете сотрудничать с турками, но вы будете поддерживать арабов. И то же самое касается курдов. Пока вы будете стараться создавать свои государства, мира здесь не будет. Господа, я надеюсь, что моя цель всем вам ясна. А можно мне холодный апельсиновый напиток? Но вы обращаетесь с нами не как с равными. Мы виноваты в том, что создали Саддама. И для вас мы все террористы. Почему тогда людей на свадьбе объявили террористами? Только потому, что они открыли огонь в воздух? Нет, потому что террористы — это выходцы из их рядов. Ну ладно. Расскажите мне о своих проблемах, а я попробую их решить. Мы не успели эвакуировать наши деревни из-за проводимой операции. Целым семьям постоянно приходится переезжать с места на место, потому что их нигде не принимают. Это касается не только нас. Арабские деревни тоже эвакуируют. Абу-Тарик, это правда? К сожалению, да. И причина во всем только одна. Нефть. Нас вынуждают покинуть нефтяные места, как в Мосуле, так и в Киркуке. На этой земле нефть — главное богатство. Неужели мы не имеем на нее права? Ваши права никто не оспаривает. Но сначала надо обеспечить безопасность, а потом заниматься экономикой. Как же вы добьетесь процветания без безопасности? Как ваши дела? Все в порядке. А теперь мы можем перейти к конкретным требованиям. К сожалению, недавно было арестовано и отправлено в тюрьму много невинных арабов. Им приписывают принадлежность к каким-нибудь террористическим организациям. Многие семьи в результате этих операций потеряли близких родственников. Я сам лично разберусь с этим делом. Наша просьба очень проста. Мы просим, чтобы все семьи, которые были вынуждены покинуть свои деревни, могли вернуться. Но и курды должны обращаться с ними должным образом. Я займусь семьями, которые мигрировали. И если речь зайдет о возвращении, то я прослежу, чтобы все было в порядке. Нам нужна финансовая поддержка для обеспечения безопасности, а также нужны специалисты для развития региона. Знаете, за последние 20 лет у нас не было ни одного агента, который бы не переводил эти слова с курдского. Абу Али, а ты куда идешь? К своему Али. Ради бога, не делай это. Лейла, оставь меня в покое. Прошу тебя, ради бога.
Господа, большое вам спасибо. Угощение было превосходным. Ну-ка, отойди отсюда. Разойдись, разойдись. Вы позволите поговорить с вами с глазу на глаз? Конечно. Вообще-то я тоже хотел с вами поговорить. Выводим его, быстрее! Слава Аллаху! Уходим. Посмотри там. Стоять! А ну, брысь. Будет немного больно.
Если хочешь, могу дать тебе морфий. Как они могли? Настоящее бездушие. Представь, какой они жизнью тут живут. Их люди умирают, чтобы попасть в рай, и они хотят обрести счастье в загробной жизни. Но я не понимаю. Как же они мечтают о рае и не верят в Иисуса Христа? Я в рай не попаду. И ты тоже. Ты это хочешь сказать? Когда Христос попал в этот мир и отдал за него свою жизнь, мы оказались избранными, чтобы создать на земле его царство. Здесь у меня никаких претензий. Но мои люди, только они имеют какое-то отношение к Господу. И более того, они-то как раз и являются избранными. Ну и что ты на это скажешь? Давай, морфий. Сэр, один из людей палаты начал перестрелку. Это был его охранник. Давай сюда главу турок. Слушаюсь. Никто не приходил? Нет, босс? Есть новости об Акхе? Слава богу, все нормально. Его осмотрели в госпитале. Но у кого была бомба? Не знаю, босс. Тогда пойди и выясни. Прошу. Постойте. Подождите здесь. Не говори ни слова, как я тебе и сказал. Хорошо, Акха. Хасан. Кажется, ты хотел поговорить со мной наедине? Кажется, ты хотел сказать «Сэм». Сейчас взорвется бомба. Или просто «Сэм». Или, может, я нанял у турок человека, который после взрыва будет стрелять в тебя и в твоих людей? Так что же именно? Где вы были? По дороге не проехать, босс. Нам надо убираться отсюда. Здесь небезопасно. Акха, вы опять обращаетесь с нами как с неравными. Мы же все были там. И все мы подвергались опасности. Хасан, еще раз тебя спрашиваю. Где находится палата Лимдар? Палата Лимдар? Где палата Лимдар? Пошел, пошел. Окружайте дом. Быстро, бегом. Пошел, пошел. Они уходят. Давайте быстрее. Куда бежать, босс? Сейчас посмотрим, Абдулла. Переготовь то, что в чемодане. Босс, ну ведь там живут люди.
Я ведь не в домах буду их взрывать. Шеф, смотрите. Давайте сюда. Они уже идут. Абдулла, что она говорит? Пригнитесь. Сэр, мы их потеряли. Обыскать все дома. Есть, сэр. И вы тоже. Постойте здесь. Она точно не пытается заманить нас в ловушку? Если это засада, придется драться. Пошел, пошел. Быстрее. Ищите их. Вперед! Пошел, пошел, пошел! Быстрее! Как вам не стыдно врываться в дом к вдове? Что вам нужно? Никого в доме не прячешь? Или прячешь? В этом доме только я и бабушка. А муж где? На небесах. Знаешь, что убивает арабов? Нет. Что? Их собственные женщины. Здесь чисто. Пошли. Пошли. Идите вы все к дьяволу. Они ушли. Выходите. Как тебя зовут? Это так важно? Я должен знать имя человека, перед которым я в долгу. Когда вернешь долг, тогда и узнаешь.
Ты спасла нас, привела нас в свой дом и проявила гостеприимство. Но нам пора уходить. Американцы повсюду. Вам надо переждать еще. Если будем ждать, пока уйдут американцы, то просидим здесь до старости. Нам нужно больше информации. Тогда и будем действовать. А что за информация вам нужна? Я могу достать ее. Нет, ты не справишься. Может, Абдулла? Но его они узнают. А вот и еда. Если ты пойдешь с Арханом, то сможешь попасть куда угодно. Господи, иногда я тебе противлюсь, потому что не хочу присоединиться к тебе. Но я знаю, что еще не закончил свое дело. Блажен тот, кто не поддается искушению, и этот избранный будет коронован жизнью. Да славятся души ушедших героев и тех, которые еще придут. Господи, дай нам мир и покажи нам путь истинный. Все наши жертвы во имя Всевышнего, во имя Господа нашего и мира во всем мире. Господи, обещаю, что выполню все свои обязанности и отдам для этого все свои силы. Этот мир был создан для того, чтобы я смог доказать тебе свою преданность перед тем, как ты вернешься на землю. Дай мне способность разрешить противостояние в Вавилоне, как ты говорил об этом в Библии. И тогда последующие поколения высоко оценят достижения тех, кто построил Царствие Божье, и все будут почитать меня в своих молитвах. Господь, когда святой Петр покинул Рим, ты спросил его: куда ты идешь? Вавилон — это моя родина, и ты больше никогда меня не спросишь, куда я иду. Я готов погибнуть за эти земли. Моя кровь течет по ним. Моя кровь будет течь до тех пор, пока ты не вернешься на землю. Пока земля обетованная не станет нашей. И когда это случится, во всем мире будет полный покой. Все станут детьми Божьими. В присутствии всех вас я хотел бы рассказать об одном сюрпризе, о котором на самом деле не собирался говорить. Мы никогда не забудем того, что мистер Маршалл сделал для нашей страны. И как граждане Ирака мы сообщили в Багдад о нашем расположении к господину Маршаллу. Наш президент не оставил без ответа это обращение. Мистер Маршалл, прошу тебя, называй меня просто Сэм. Сэм, я хочу подарить тебе рояль, который уже переправляется поездом из дворца Саддама. Это наша особая благодарность от имени народов всего Ирака. Спасибо. Большое спасибо. Для меня это большая честь. Я очень тронут. Спасибо. Так это... Боже мой. Спасибо, большое спасибо. Послушай, с турками разобрался. Дело за арабами. Давай сфотографируемся.
Аллах, мы услышали твой призыв и подчинились ему. Аллах всегда побеждает. И как бы все ни обернулось, кто бы ни выиграл и кто бы ни проиграл, ты всегда останешься победителем и будешь единственным, кто управляет нашими деяниями. Аллах, ты подверг испытаниям даже пророка Мухаммеда, когда он потерпел поражение. Ты никогда не был жесток, и мы всегда верили в твою праведность. Мы подвергали себя мучениям, но так и не встали на общий путь. И наши вечные желания привели нас к концу этого пути. Раз мы жестоко обращались друг с другом, враг нас стал одолевать. Убереги нас от захватчиков и прости наши грешные души. Помоги нам одолеть обидчиков в этой войне. Мы так и не вняли мудростям Корана и пророков. Именно поэтому ты напустил на нас врагов. Молим теперь дать нам силы и могущество, чтобы избавиться от убийц. И дай нам терпение, чтобы выдержать все грядущие напасти. Аллах, во имя всех наших пророков, которые принесли нам религию мира, ислам, не дай нам покинуть наше жилище и укрепи наш дух своей верой и правдой. Не дай нам выбора, кроме борьбы. على ألا نترك أخلاقه في الحرب وابعدنا عن المحرمات في القتال. Скажи всем, что у нас гости. Тебе нельзя здесь сидеть. Здесь небезопасно. Тебя здесь могут заметить.
И я тут застрял из-за этого Сэма. Он угнетает народ, а я ничего не могу сделать. Сэм здесь ничего нового не придумал. И к этому угнетению ты не имеешь никакого отношения. Никто не может ему желать большей смерти, чем я. Но мне остается одно — только терпеть. Как ты научилась так терпеть? Эта жизнь научила меня стойко выносить горе. И этому научил меня мой шейх. Шейх? Абдурахман Халис Киркуки. Он привез меня сюда. А где твой отец? Твоя мать? Отца я никогда не видела. И я очень плохо помню, когда умерла моя мать. Он меня вырастил. Помог мне, как и всем сиротам и бездомным. Лейла, чего ты больше всего хочешь в этой жизни? У меня была одна мечта. И я хотела просто закрыть глаза и отдать свой последний вздох этой земле. И смотреть в то же самое время на звезды. Ну а что сейчас? Сейчас я хочу только одного. Только одного. Вонзить кинжал в его бездушное сердце. Только тогда я смогу все понять. И узнаю, есть ли у него сердце или нет. Тогда я умру спокойно. Но если я не дам сбыться твоей мечте, ты будешь держать на меня зло? А как мы попадем на движущийся поезд? Запрыгнем на него, когда он сбавит ход. А рояль никто не охраняет? Если там и будет кто-нибудь, мы его убьем. А как же шум от пальбы? Значит, мы его не застрелим, а сбросим с поезда. Нет, не получится. Тогда они это заметят. Надеюсь, там никого не будет? На все воля Божья. Слава Аллаху. Уже идет. Полегче, полегче. Ну-ка давай, закидывай. Приглядывай за нашими гостями. И пусть тебя не пугает, что их так много. Пусть они просят, жалуются. Этот дом открыт для всех. Хорошо, шейх? Еще не забудьте. Терпение — это борьба.
الصبر كفاح. Меня этот шейх достал. К нему тянутся турки. Арабы к нему бегут, а курды так лучшие друзья. Но ради бога, кто он такой? Он прямой потомок пророка. Очень уважаемый человек. Да мне плевать, откуда он родом. И пока я здесь, он все время будет оставаться лидером террористов. Прошу вас, сэр, не надо так говорить. Если бы не воля Божья, Абдурахман Халис не стал бы присматривать за вдовами, сиротами, беспомощными и нищими. А любой из них может быть террористом. Но раз уж он так хорош, пусть станет президентом Ирака. Я тебе много лет говорю, как он опасен, а ты много лет избегаешь его. Ну так кого ты выбираешь, меня или его? Чем он тебе платит? Мне никто ни за что не платит. Тогда готовь людей. Арестуем этого шейха. Есть, сэр? Я в этом деле участвовать не буду. Прости, что-то я тебя не расслышал. Повтори еще раз. Мой отец, мой дед и даже дед моего деда. Все мы выросли в этой деревне. Он спас нас от тирании Саддама. И я даже не могу поднять против него руку. Он нас парализует. Парализует? Так он что, маг? Нет, нет, Сэм. Ты ничего о нем не знаешь. Я знаю достаточно. Спасибо. Тогда на этом все. Мы хотим, чтобы это видели все. Чтобы все видели, что происходит в Ираке с американцами, британцами, евреями. Пусть все проваливают из Ирака. Мы обезглавим их одного за другим. Что это вы здесь делаете? А? С кого вы взяли пример? С кого? Ведете себя как куклы, которые работают на этих агрессоров. Наш пророк никогда так не поступал. И кто вас этому научил? Этот человек убийца. На этом журналисте лежит вина. Что? Так ты у нас Аллах? И ты решаешь, кто виновен, а кто нет. Может, он и жестокий. Может, он и лжец. Даже если вы будете рубить головы, он мог бы сказать, что мусульмане убивают друг друга. С большой радостью сфотографировал бы вас. Как вы можете одобрять такую жестокость, действуя таким же способом? Как? Вставай. Вставай. Возьми. Возьми. Обезглавь его.
Отруби ему голову. Сделай так, как велит тебе сердце. Давай. Я обычный журналист. Вы меня понимаете? Спасибо вам. Большое спасибо. Ну вот, наконец-то ты и стал моим. Ты должен этим гордиться. Ну и сволочи. А ну прекращайте. Хватит там тарабанить. Пожалуйста, не шумите. Спасибо. Я очень занят. А ну-ка, хватит играть в футбол, ребята. У нас сегодня счастливый день. А ну-ка, налетай. Вы должны это видеть. Дом этого убийцы разорвало на части. Господь нас услышал. Слава Богу. Абдулла, что она говорит? Что Сэм убит? Это правда, шеф? Тебе надо уходить отсюда. Я никуда не уйду. Он ведь уже мертв. Что он теперь мне сделает? Что, его душа будет тревожить меня? Лейла, самые трудные времена еще впереди. Вместо него придет другой и выяснит, что ты поддерживала с нами связь. Ну и как он это узнает? Лейла, возможно, тебя с Ирханом кто-нибудь видел. О, вы все еще здесь? Дети там уже приготовились? Все турки вами гордятся. Не мешай, мы разговариваем. Ты ведь даже не понимаешь, что они говорят. У шейха ты будешь в безопасности? А что? Пойду расскажу соседям. Тогда они дадут нам побольше еды. Мама, постойте. Абдулла, нам надо убедиться, что он мертв. Переоденься и отправляйся в город. Достань нам какой-нибудь транспорт. Ну что, гордишься Турцией? Теперь гордишься?
Эрхан, разгрузи машину. Хорошо, босс? А ты можешь отдохнуть. А шейх приезжает на утреннюю молитву? Обязательно. Ну хорошо. Я пока пойду умоюсь. Ладно. Машалла. Гости. Ты откуда будешь? Из города. Машалла. А родом откуда? Из Турции. Из Турции? Машалла. Что там говорит Хаджа? Говорит, что Господь велик. И говорит, что нам еще предстоит великий путь в Стамбул. Моя жена умерла. Я стареюсь с каждым днем. Давайте найдем вам молоденькую турчанку. Наш шейх этого не допустит. А как вас зовут? Меня? Вико Хусейн. Только Аллаху известно, кто будет жить, а кто умрет. Босс, Хватай портфель и беги из машины. Из этой деревни никто не должен уйти. Перебейте всех. Есть, сэр. Бегите. Вы целы? мы в порядке. Дай мне автомат. Держите эту точку. Не дайте им пройти. Огонь! Ради бога, скорее! Бегите из дома! Давай направо. Так что за дерьмо? Надо выходить, сэр. Стреляйте.
Архан, Босс! Они всех перебьют. Он все еще жив. стой. Архан, иди, помоги им. Хорошо, босс. Попался. Тебя ранили? Да ничего страшного. Все из-за этих курдов. Каких курдов? Обычных курдов. Я тоже курд. Ты не такой, как они, Абдулла. Все с этого и начинается. Справа! Не торопись, Данте. Не торопись. Эти турки выводят меня из себя. Терпеть значит ждать своей очереди. Они нас окружают. Прикрою пока с тыла. Абдулла! Абдулла! Боже мой! Лейла. Во имя
Лейла. Эрхан, очень больно. Больно, конечно, но не из-за раны. Надо найти босса. Ты никогда не победишь. Ты его убил? Хорошо, что я встретила тебя.